Мы ездили в город Нальчик. Был юбилей у нашего боевого товарища, у председателя Союза добровольцев Кабардино-Балкарии Яхагоеву Сергею Сафарбиевичу. Мы просто называем его Яхой. Поехали поздравить его. Именные часы от президента. Были письма от Министерства обороны, от начальника военного архива было письмо, от политической партии Амцахара, от ветеранской организации Арва были письма поздравительные и подарки были. Еще совсем молодым Сергей Яхагоев, не задумываясь, поехал помогать братской республике. Ну, сейчас себя ругать, наверное, плохо, но мы реже приезжаем сюда, чем Яхагоев к нам приезжает и другие добровольцы. Вот это вот наш мост дружбы. Вот один из наших столпов нашей дружбы – это Сергей Сафарбиевич Яхагоев. За неполные 6 лет, что Яхагоев руководит Союзом абхазских добровольцев, организация провела десятки различных акций, направленных на сближение народов Кабардино-Балкарии и Абхазии. В прошлом году проводили куначество по Абхазии и Кабардино-Балкарии. В этом году точно так же хотим провести, но уже в общественном виде побольше, чтобы людей было, наших добровольцев, дети, чтобы были. И там с кем были мы, абхазцы, их дети, чтобы они тоже у нас отдыхали. Не как в лагерях, а именно в домах, как по куначеству. Конечно, не хватает внимания. К ним нужно ездить постоянно. И очень часто. Они приезжают к нам часто. Мы к ним чуть пореже, конечно, ездим. Но я думаю, что наладим мы эти отношения еще, чтобы теснее было. Несмотря на то, что война оставила в сердцах всех ветеранов свои отпечатки, сегодня они все так же, как и в годы войны, полны сил и оптимизма. Мужество и героизм ветеранов навсегда останутся в истории и памяти людей. Он достойный человек, настоящий мужчина. Это один из тех рыцарей, которые поехали в Абхазию по зову души защищать братский народ. Уже за праздничным столом ветераны вспомнили годы войны, как плечом к плечу воевали за свободу Абхазии. И многим пожертвовали, чтобы вновь встречаться, но уже только по хорошему поводу. Кабардинцы наши братья по крови. Мы получили от них на самом деле очень огромную помощь. Я сам вот после ранения на 5-й день меня вывезли в Нальчик, я там лежал в больнице. Ну, можно сказать так, что они меня вернули к жизни. У меня было очень плачевное, плохое состояние, тяжелое было, но вторую жизнь я получил именно в Нальчике.